Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года для весов. Посмотрим, какие возможности дает неделя весам для выхода из кризиса и какие советы на неделю. Карта недели. Дополнительно для отношений, для работы, для финансов. Совет, вернее, удача недели, проблема недели, решение проблемы и совет на неделю. Итак, у нас выпадает дама пиковая как основная энергия недели и совет весам, что нужно сделать такой вот эту неделю комфортной, уютной, создавать вот такую красоту вокруг. Может быть, есть какие-то вот желания, вы давно чего-то хотели, вот самое время это сейчас исполнить. Может быть, что-то поменять в интерьере, как-то украсить дом, может быть, заняться там своим гардеробом, одеждой и так далее. То есть вот прическа, красота, вот это все было бы замечательно. И вообще вот эта карта говорит о том, что в вашей жизни могут наступить такие счастливые времена. Может быть, если кто-то болел, это выздоровление. Вообще карта такого благополучия, когда все хорошо, все комфортно, решаются вопросы вот именно материального характера. Может быть, подарки какие-то очень приятные, значимые. Но в любом случае мы здесь и можем договариваться с людьми легко. Это может касаться и близких людей, и работы, и клиентов, да, вот, допустим, по финансам. Мы можем здесь решать, заключать даже какие-то договоры очень важные. Хорошее время для весов, это тем более их карта, то есть карта как раз вот людей, для которых важно работать в партнерстве, сотрудничестве, важно, чтобы выполнялись обязательства и так далее. Для отношений дополнительно выпадает туз пиковый. Карта говорит о том, что в отношениях в основном все будет зависеть от женщины. Именно женщина будет создавать вот такой комфорт. Или наоборот нужно сделать акцент на женщину. Именно вот ее настроение очень важно. Если вы сами сейчас вот меня смотрите, женщина, то вы сами для себя создаете этот комфорт. Если же смотрит мужчина, то значит нужно постараться для женщины вот такие благоприятные условия создать. И тогда неделя пройдет просто замечательно. Потому что если это не сделать, то здесь вот может быть, знаете, такие вот перемены в настроении, да, и поэтому, в общем, на первый план выходят эмоции. А для работы десятка червовая. Карта говорит о том, что в работе, в принципе, все неплохо. Скорее всего, это либо вы человек, который себя зарекомендовали уже, и вот вас очень ценят, даже если сейчас, допустим, какие-то сложности, да, то все равно у вас все возобновится, все будет как прежде. Либо здесь с работой помогают друзья, люди близкие, проявляют, знаете, такую вот заботу о вас. Это люди, которые с вами уже там пуд соли съели, это люди, которые вам уже, возможно, помогали, уже доказали вам свою верность. Вот они как раз могут вам помогать здесь в работе. Причем все будет очень легко происходить. Если, допустим, работы пока нет, вы не переживайте, потому что все равно вот вам помогут близкие. Для финансов десятка трефовая выпадает. Карта говорит о том, что в финансах могут быть какие-то крупные сделки. Это даже может с недвижимостью связано быть. Это могут быть какие-то риэлторские компании, фирмы. Это может быть разрешение от, допустим, каких-то государственных органов, заключение договора в каких-то государственных учреждениях. То есть очень важные такие могут происходить сделки, очень довольно-таки крупные деньги, которые могут быть связаны как вот с вами, так и с государством. Может быть, это банковские даже какие-то деньги.
Но все здесь очень успешно. Если вы планировали, то успешное время для этого. Помощь к вам приходит от вышестоящих. Для проблемы у нас выпала дама червовая. Карта говорит о том, что все перемены, которые происходят, они вас, конечно, очень сильно задевают, и вам тяжело. Вот для вас самое сложное – это как раз перемены. Вам хотелось стабильности, вам хочется, может быть, вы уже давно какие-то сделки заключили, вернее, договорились, да, чтобы сделки заключить. И сейчас вот сложности из-за того, что в мире происходит, да, и какие-то помехи создает. То есть вот эти перемены для вас это главная трудность. Кроме того, возможно, вам тяжело находиться вот в своем доме, вам, может быть, нужно было бы куда-то там поехать, как-то перемещаться куда-то, да, но не позволяют возможности. Для кого-то, может быть, даже переезд был запланирован, но нет сейчас никакой возможности для этого, поэтому это в проблему у нас попадает. Любые перемены, любые изменения, они попадают в проблему. И как совет у нас для решения проблемы девятка бубновая говорит о том, что вот проблемы на этой неделе, они могут заканчиваться наконец-то. И уже нужно будет какой-то новый цикл начинать, может быть, в тех же финансах, да, может быть, в той же деятельности какой-то. Но в любом случае, смотрите, вот здесь какое обращение у карт к вам? Они говорят, что вы должны обязательно с благодарностью вот эти трудности встречать. Что бы ни происходило, нужно благодарить, потому что вы сейчас еще пока не знаете, какое благо для вас происходит. То есть все, что уходит или все, что не может сейчас реализоваться, это как раз то, что вам не нужно. И если, допустим, какое-то дело сейчас не движется, не идет, то это как раз указатель на то, что это не ваше будущее, что в будущем вам нужно браться за что-то другое. И вот девятки, они часто говорят о том, что нужно что-то переделать, да, это у нас, может быть, переучиваемся, может быть, какие-то совершенно другие финансовые источники для себя открываем. Ну, в общем, нужно смириться с тем, что одно заканчивается, другое начинается. Это вот как раз карта трансформации, а у нас трансформация даже вот второ называется смерть, то есть очень тяжело ее воспринять. Обычные вроде бы перемены, да, а мы это воспринимаем очень тяжело. Так вот, для весов очень важно не просто принять это, но еще и увидеть в этом какую-то пользу для себя и поблагодарить жизнь, поблагодарить вот то, что происходит, вот эту ситуацию, да, чтобы вот дальнейшее приходило безо всяких задержек. Вот именно новое, лучшее для вас. Теперь удача дня. Дама бубновая как раз и говорит о том, что неожиданно придет какая-то ситуация, и вам нужно будет решаться, делать выбор какой-то очень важный в своей жизни. Тут, скорее всего, ваша жизнь просто поворачивается совершенно в другую сторону. И поэтому вот карта говорит, что это же у нас удача дня. Удача будет в том, чтобы решение принять быстро. Меняется жизнь, и нужно меняться вместе с ней, тогда все будет хорошо. Также карта говорит о том, что, может быть, будет много каких-то предложений, и нужно быстро среагировать, понять, какое выбрать. А может быть, даже и много их выбрать сразу, да, то есть в нескольких направлениях двигаться. Очень хорошая карта для посредничества. Если вы являетесь посредником в каких-то финансовых делах, вот карта рекомендует, в этом удача вам. Также у вас какие-то новые перспективы возникают. И вот карта тоже рекомендует соглашаться, да, то есть здесь нужно давать ответ «да». Но в то же время, смотрите, если что-то вас задевает, и вы знаете, что если вы возможность эту выберете и лишитесь какой-то свободной воли, то это значит не ваш путь. Вот здесь именно ваша свободная воля должна остаться. Вы должны решать, заниматься вам этим делом или не заниматься. В общем, вам нужно обязательно, чтобы вот дело или возможность новая, она позволяла вам себя проявить вот именно как индивидуальность.
тогда все будет в порядке. Если же это вас заставляет в какие-то ограничения входить, да, как-то наоборот себя нет возможности проявить, или кто-то над вами стоит, там что-то давит, ну, допустим, кредиты, долги, то это не ваш путь. И совет на неделю, девятка пиковая, говорит о том, что нужно вот стабильность такую создать в своей жизни. Может быть, даже если приходят новые какие-то возможности, нужно хорошо все обдумать. Если у этих возможностей будущее и как они на вас скажутся, как повлияют на вашу семью, на вашу стабильность. И также карта надежности, то есть нужно создавать для себя надежность, защищенность, стабильность. Нужно, чтобы были какие-то дальние, такие далекие цели и планы, чтобы вы знали, куда вам идти, потому что вот у нас здесь карта дамы Бубновой тоже говорит о том, что вот неожиданные вот эти все перемены, они, может быть, вас выбили из колеи, вы привыкли, допустим, к одному, а сейчас вам нужно менять образ жизни. И вот здесь нужно, с одной стороны, воспринимать перемены, с другой стороны, не торопиться, все анализировать, чтобы это не повредило вашей стабильности в будущем, чтобы это не мешало вам достигать те цели, которые вы давно уже для себя поставили. И также карты рекомендуют быть очень настойчивыми. Может быть, иногда даже придется проявить какую-то смелость, решительность такую. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч!